Вот этот документ означает, что создана компания. Вот именно вот с этой даты и началась работа организационная, работа, там, творческая работа по созданию национальной телекомпании. Был утвержден устав, шло наделение имуществом, создавалась структура, составлялось штатное расписание, набирались кадры, обучались кадры. Правительство республики постановляет создать государственное автономное учреждение Республики Ингушетия, государственная национальная телерадиокомпания «Магаз». Именно с этого документа, подписанного 7 апреля 2011 года, и начинается история становления телекомпании с теперь уже другим символичным названием НТРК Ингушетия. В августе этого года исполняется 4 года с официального выхода НТРК Ингушетия в эфир. И если в начале сетка вещания заполнялась в основном одними новостными блоками, то уже она переполнена различными передачами на самые актуальные темы. Информационно-аналитический отдел по праву считается ядром телекомпании. Здесь ежедневно трудится 15 корреспондентов, чтобы в итоге выдать в эфир всю информационную картину дня. Те, кто всегда оказываются в гуще всех событий, происходящих в республике. Главный редактор отдела работу новостников сравнивает с механизмом, где каждая деталь в лице корреспондентов дополняет работу другого. Здесь каждый делает свою определенную работу. Здесь не может быть сбоев, здесь не может быть каждый тянуть одеяло на себя, что-то делать отдельно. Здесь есть общий механизм работы. Этот механизм, он не сбивается, он идет в ритме, он идет в темпе. И каждый день мы, сотрудники этого информационного отдела, должны эти новости выдавать в эфир, показывать людям свежие новости, доносить о них самые интересные, самые актуальные, самые необходимые. Зарина Могушкова, одна из старичков отдела, работает в информационном уже 4-й год. Первое, что для себя подчеркнула, эта работа не разделяет людей на женский и мужской пол. Соревнования по дзюдо, научные конференции или конкурс красоты. Каждый день погружаешься во что-нибудь новое, говорит Залина. Сложностей немало, и все-таки работа привлекает. Никогда не сидишь на одном месте. Ежедневные выезды, новые места, новые лица. Мне эта работа нравится тем, что нам не приходится сидеть на одном месте. Мы постоянно в поиске, постоянно ездим то в одно место, то в другое. И на самом-то деле кто-то может подумать, что Ингушетия вроде бы маленькая республика, но я уже 4-й год здесь работаю и что-то новое для себя нахожу, что-то новое для себя открываю. Такой режим работы устраивает, потому что я от работы получаю удовольствие и, в принципе, это мое. Тематический отдел разделен на несколько редакций – религиозная, общественно-политическая, детско-развлекательная и спортивная. Ну а начать день с хорошего настроения помогут корреспонденты утренней редакции, которые настраивают зрителей на бодрое и доброе утро. Доброе утро! Приветствую вас в эфире национального телеканала «Ингушетия». Бесперебойные, нередко многочасовые прямые эфиры, выездные командировки и хорошее техническое оснащение. Как отмечает главный продюсер телекомпании, сегодня в основном эфир национального заполняет уже собственный продукт. Несмотря на такой сравнительно небольшой срок вещания, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. Достижение как 13 часов прямого эфира без перерыва. Это вот на последних и кавказских играх мы проводили. Мы сегодня добились того, что большие культурно-массовые, общественно-политические проекты мы можем в прямом эфире своими силами закрывать. Как отмечает директор телекомпании, главная цель всего коллектива НТРК, чтобы передачи и программы отвечали требованиям даже самых искушенных зрителей. На телевидении ведется и активная работа по привлечению жителей в различные проекты, благодаря которым решаются многие социальные проблемы. Мы приглашаем специалиста, мы приглашаем эксперта. Наши ведущие с ним говорят на темы, которыми он занимается. В это время наши зрители, слушатели могут задавать вопрос и вместе с нами работать в прямом эфире с гостем. География зрителей телекомпании не ограничивается одной республикой или даже страной. За эфиром телеканала «Ингушетия» следят и наши земляки, проживающие в Европе. Для них национальное телевидение – своего рода большое окно в родной край, через которое зрители узнают, чем живет родная республика. Круглосуточно показывает бережет мота истории алгай. Бережет кажет постоянно, бережет кажет, чтобы не забывали Эрмычар Хабянов.
Социально значимые проекты, живые диалоги и интересные собеседники. Национальное радио также на активной волне. Причем собственный контент постоянно расширяется. Обсудить актуальную тему, передать привет родным или заказать хорошую музыку. Звонки от радиослушателей в течение интерактивного часа не прерываются ни на минуту. У Национального ТВ большие планы на будущее, еще больше интересных программ и активное участие в общественной жизни региона. Индира Манкива, Майрбек Миржоев, Новости 24.